Всем привитание, сегодня 21 липня 2025 года, городок Паджеро, ось секс-шоп, наш автобус. Вот, поэтому в этот город приезжать всегда очень и очень приятно. Прогуляться, вот, походить, где-то присесть. Но, видите, разошлись, да, когда произошла бархатная революция, без единого выстрела разошлась Чехия со Словакией. Вот, чехи, конечно, остались более хорошие, производства и земли. Словакия все же потяжелее. Они тоже говорят о том, что многие так вот, когда разговариваешь, я не знаю, это же мы узнаем мнение только людей, как там основная масса думает, но вот с кем так общаешься, люди говорят, что даже и жалеют, что вот разошлись. Лучше было, когда были вместе с чехами. И видите, очень быстро пошли на европейскую валюту, но все как обычно. В первую очередь растут цены, в последнюю очередь растут зарплаты. А соседи, с которыми граничат, тоже устанавливают свои порядки, диктуют свои условия. 17:40 по місцевому часу, это Словакия, выехали с города Кошица, и зараз будем заезжать на территорию Венгрии. 22 липня, полсьомого раницы по венгерскому, городок Неридьхаза, Венгрия. Там наш автобус стоит. Это наш отель. Магазины, всего колбасы, пиво. До речі, банка Гіннеса коштует 999 форинтов. 8 годин раницы, вышли из отеля и пакуемся в автобус. Вон там наша группа. Отель Европа. Вернемся, если сюда про 4 дня. Сейчас я еще напишу в ресторан, чтобы нас ждали. Если кто-то хочет присоединиться, обязательно должен мне сказать, потому что сейчас я уже закажу на количество людей, буду ждать подтверждения. Вот. И у нас с вами будет экскурсия. После уже, надеюсь, что мы здесь без пробок, без ремонтов доедем до Будапешта. Если все в порядке, значит, сначала у нас экскурсия, потом у вас еще немного свободного времени, но я имею в виду, кто идет на обед. В 2 часа мы с вами пойдем на обед, пообедаем, и уже в 16:15 я вам обязательно покажу точку, от которой мы с вами будем отправляться. Также эту точку я сброшу в нашу группу. Вот. И в 16:15 мы с вами будем отправляться уже на Балатон. Мы припинились на маршруте перед Будапештом. Ось всякие тут цікаві в Венгрии на припиночных станциях такие штуки. И ось який тут навод есть. Турник, брусы. Цікаво. На побольше дней сюда, в Будапешт. Здесь можно прекрасно, конечно же, походить, погулять. И вот сейчас мы с вами проезжаем тоже здесь вот искусственное, то есть все водой наполняют. Кто хочет покататься, вчера вам говорила, как по-чешски будет катамаран, шлепадло. Вот люди катаются на шлепадло. Вот. И прямо перед зимой здесь заливают каток. Также, когда проходит мотор-шоу, здесь воду эту все спускают, выставляют новые модели машин для того, чтобы люди могли прийти посмотреть, полюбоваться. Ну, а прямо перед нами главная площадь страны, площадь Героев. Сейчас мы с вами так вот будем ее объезжать, так как нам нужно будет с вами припарковаться у здания напротив, но там только посадка-высадка, автобус могут оттуда прогнать, но в любом случае мы с вами там будем садиться.
правую руку. Видите, огромное здание, дугообразный фасад, декоративные итальянские дворики. И это здание полностью покрыто с граффитом. И вот следующее здание с желтым кирпичом – это старая музыкальная академия. Первым директором, основателем был Ференц Лист. Роскошное здание оперного театра. В 1884 году его открывают с разрешения императора Франца Иосифа. Пеш всегда был больше и богаче, вот, но Буда всегда была престижной. Вот на той стороне Буда, да, через Дунай, мы с вами в Пеште. Так, дорогие друзья, я точку скинула в группу. Ну, у многих, я понимаю, нет сейчас интернета, поэтому мы сейчас продолжим нашу экскурсию. Вот я буду вместе с вами, вы меня будете, то будете видеть, то не будете, но я вас буду видеть. Вот, и в конце экскурсии я вас прямо подведу к этой точке, от которой мы с вами будем отправляться в 16:15 уже на Балатон. зараз наша кав'ярня, заходимо сюди обедать. Идем. Всегда проблема, потому что это начинают быть пробки.
Поэтому все ждут, когда уже все пооткрывают, но все равно, как и у нас, машин становится все больше и больше. Многие, конечно, сейчас предпочитают, если деньги позволяют, уезжать в провинции, жить 15-20 километров от Будапешта. В общем-то, на семью приходится где-то в среднем 2,5 машины. Называется такой старенький фильм «Отпуск за свой счет». И вот как раз по этому мосту Костолевский на Икарусе Людмила Гурченко, они как раз вот переезжали через этот мост. Ну, вот здесь открывается очень красивая панорама с левой стороны. Это уже гора Геллерт. Гору Геллерт венчает памятник свободы, девушка с пальмовой ветвью в руках. Эта ветвь поднята над головой. Ну, а перед нами, не знаю, так пока жалюзи, но мы с вами видим в колоннаде, святой Геллерт венчает эту гору. И как раз водопад спускается с этой горы. Этот водопад символизирует слезы. Так, ну что, сегодня половина 7 вечера, 21 липня 2025 года, озеро Балатон, Венгрия. До речі, я коли здимав озеро і говорю, що 21 липня – це помилка, ще не 22 липня. Приношу прибачення. 22 липня, половина 8 вечера. Озеро Балатон, сказали, что оно мелкое, самая глубина 14 метров, але оно самое великое в Центральной Европе. Венгрия, полуостров Тихонь. Поднимаемся. Такая пригожая церква. Тут працюють ресторани, кав'ярні. Тренируемся, да, сначала первый раз, но еще раз говорю, что никаких вот это ура, потом такой следующий не слышу, то есть нужно сделать так, ура, замолчали и слушаем. Все вместе громко, вот прямо набираем воздуха, и все вместе, я говорю, 3, 4, ура! Итак, все набрали воздуха и... Ура! Я сказала 3-4. Подождите. Итак, 3-4. Ура! Да. И 3-4. Ура! Пойдемте.
пятницы, сегодня 23 липня 2025 года, Венгрия, городок Надьканіже. Припинок називається Фізетопарколо, некая фінська назва. Хорватія, їхали по трасі, зараз припинилися на припиночному пункті. Ось таке цікаве здесь крама, розная зелень. Только я вас очень прошу, я вас просто умоляю, не дорывайтесь до солнца. Длина его около больше 100 километров, который уходит в континентальную Хорватию, также на нефтепереработку. По правую руку треугольной формы. На момент 1980 года поприветствовали, да, поприветствовали остров Крк. А мы с вами пересекли целый остров Крк на его противоположную сторону, да, и попали в главный город. 3500 жителей, но 3500 это, конечно, на город с окрестностями, со всеми. I love the winter time, it's cold now. Ось ми прибули в город Крк, на острові Крк, Хорватія. Упереді гід, і вона розказує про цей город, про цей остров. Ось які краєвиди пригожі. Зараз 2 години дня, 23 липня 2025 года. На острове Крк. Сейчас я открою побольше карту. Помню, такая последняя очень сильная финская буря, 2012 год. Взяли и площадь озера вычли из площади острова. Поэтому до 93 года у нас самый крупный Крк, с 93 года 2 самых крупных острова в Хорватии, остров Крк и остров Црес. Мы прям дружим. Дошли до старого города, и вот вдоль стены идут ресторанчики. Можно пройти просто по ресторанам, посмотреть меню, посмотреть цены и выбрать, что вам больше понравится. Все, кто приплывал, каждый князь, а их тогда называли крчки, князья. Но поскольку город Крк – это туристическое место, просто снесли кусок крепостной стены и сделали проход на главную площадь. Вот такой камушек, который стоял обычно на главной площади. И обязательно несколько слов об этом. Она должна пересекаться по углом улицы Карта. Декумана длинная, Карта коротенькая. И в дальнейшем, уже во времена Средневековья, на пересечении вот этого Декумана и Карта строили какие-то важные для города объекты. Мы увидим с вами Центральный кафедральный собор.
написанные уже на глаголице. А оттуда глаголица начинает расходиться по Европе. В X веке дошла до Хорватии. Ось оно, Адріатичне море. Вода прозристая. Во. Половина 8 вечора. Життя кипить на острові Кирк. Зараз чую і німецьку мову, і хорватську, яку тільки не чую, і англійську мову. – 24 липня 2025 года, Хорватія, город Rijeka. Ось. Ранішня Rijeka, 8 годин раниці. Ось наша група, стоїмо автобус. Зараз будемо відправлятися в Пулу. Одного документа на эту тему, скорее всего, никогда не существовало. На тот момент, опять же мы с вами говорим, до начала Первой мировой, Rijeka входила в десятку самых посещаемых городов Европы. Действительно, объявили в Риеке, что присвоен вот такой статус европейской столицы культуры. Местные сначала так обалдели немножко. Полуостров Истрия, Хорватия, город Пула. Римский амфитеатр в Пуле. Хорватия, 24 липня 2025 года. Прибыли в местечко под назвой Медулин. Недалеко от Пулы. У нас есть 3 годины свободного часу для купания. Весь берег в этих автокемпингах. Люди приезжают, размещаются с палатками, с мобильными такими
домиками відпочивають. Містечко Апатія, Хорватія, 24 липня 2025 года. А, кстати, этот цвет, это шембрунский цвет. В кафе входят японские офицеры. Восемь годин вечера 24 липня 2025 года. Мы отплыли. Domestic brandy and Pirne liqueur, and later white wine, red wine, Fanta, cola, water, of course, everything is in the price. Thank you very much and enjoy with us. Bailando en la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, Я не пробую. Espresso macchiato. Me like me coffee berry, importante. Macchiato, por favore, por favore.
espresso macchiato. Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Coco Jumbo, yeah, yeah, yeah. Macarena, que tu cuerpo para la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Oh, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Que la jura de bandera del muchacho. Se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Que la jura de bandera del muchacho. Se la dio con dos amigos. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo va a dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría Macarena. Oh, Macarena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo va a dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría Macarena. Dale tu cuerpo alegría Macarena. Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Que la jura de bandera del muchacho. Se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino. Que la jura de bandera del muchacho. Se la dio con dos amigos. Всем привитание, белорусы гуляют в Хорватии. Бобруйск! Оба! У Беларуси 3 столицы, Минск, Бобруйск и Плещаницы. Оба! Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Una mano en la cabeza. Я уже не помню. Ай, танцуйте. Предлагаю попробовать белого. Мой Сафир. 25 липня 2025 года. Хорватия, город Ровень. Зараз 9:30 раниці. О, супер краєвид. Вельми пригожа.
Старые краеведы старого города. Як можна їздити по таким вуличкам? Як вони їздять тут на цих вуличках? Прибыли на Лимский фьорд. Отчаливаем. Вон там, у далечині метров 100 от нас, идем спробовать устриц. Что тут такого? Вон эта вёска, где продают и готовят устриц. Заходим. Киносъемщик. Проходите, пожалуйста. Готовить устриц. А можно еще... все. По бізнесу хлопців. Но Мне теж устриці і хліба. Jedno čašavina. Vama 3. Da, evo vino. Вино. Evo, 12 platiš. Лена, ну як
Враження. Это просто фантастика. Да? Подобається? Это очень вкусно. С лимончиком очень Да? вкусно. Вы любите рыбу? Да. Как малосоленая рыба. Зараз був в этом ресторані під назвою Вікінг. Заказував собі кубочок кави, капучино. 2,20 євро коштує. Не так і дорого, в принципі, як і у нас. Ну давайте целуйтесь, давайте. – 15:30 на годиннику, 25 липня 2025 год. Хорватия, город Ровень. Поглядите, як живе загнивающая Європа. Ось такі краєвиди старого города Ровень. Вельми природно. Город Кестхей, Венгрия, 26 липня. Все аристократы пытались подражать, строили свои дворцы по типу Версальского дворца. Дворец графа Фештетичей третий по величине в стране. 7 поколений Фештетичей жили в этом дворце. Мы видим с правой стороны скульптура Фештетич Георгий I. Это самый яркий представитель этого семейства. 220 лет тому назад по его приказу на берегу Хевиского озера был построен первый деревянный домик. Семейство Фештетичей продолжало традиции. Вот вы сегодня будете купаться на Хевизе. Европейские страны аристократам, которые принимали участие против Османской империи, боролись. И она им разрешила покупать в Венгрии самые красивые территории. В Венгрии 98% дворцы в руках государства, сами за своими. В Венгрии это наоборот. И всего 2%. Я предполагаю, 220 годов. Здесь розмарин, кусты розмарина. Очень венгры любят, инжир посадили. То есть предки этого дерева помнят динозавров. С тех пор вот на земле это дерево растет. Венгры в десятку сильнейших фармацевтических стран в мире. Да, это гинка белоба. Вот отлично, видите?
Ну что, погладили, попросили здоровья для родных, для близких. Мы идем дальше. Семейство Ферштетичей, они были католики. А здесь рядышком дома, в которых жили богатые люди, которые были приближены к семейству Ферштетичей. В той комнатушке там в миниатюре такие маленькие печи, которые вот мастера укладывают. Здесь у нас на втором этаже такая чугунные печи. Очень много керамики делали. Рабочие. Хорошая глина для производства керамических изделий. Поэтому, допустим, одно такое окно поменять, это где-то 3000 евро. Вот. Так что проще купить участок и построить новый дом. Значит, я хочу вам показать венгерский архитектурный стиль, потому что венгры благодаря этой архитектуре сохранили свой язык, свою культуру. Строили родители, дети, внуки, правнуки. Мы вас зафиксировали. Прекрасные национальных одеждах куклы. Венгры знамениты не только гуляшом, не только токайским вином, но и знаменитым венгерским танцем чардышем. Да? Это праздничный наряд. Здесь находится музей кукол. Очень интересная здесь девушка с розами. Венгры пришли на эту территорию в 895-896 годах. Именно гуляши придумали национальный венгерский суп-гуляш. Гуляш, это пастухов называли гуляшами, да? Да. А гуляш готовят в Венгрии всегда мужчины на костре, в котле, аромат на всю деревню, и притом еще или вино, или паленку. Так что это обязательно надо научиться делать паприкой. С левой стороны мы достопримечательность видим, которая единственная сохранилась в Средневековье. Это дом семьи Пел. Здравствуйте. Здесь остановимся. В этом доме родился известный венгерский композитор Голдмар Карой. В венгерских городах до сих пор остались названия Венгерской империи. Белорусы гуляют. Да, гуляем. Hello. И еще вот этих два, это тоже сок. Сок. Да. Стаканчики. Белорусы гуляют. Главный оператор. Пока несут вино, значит, начнем нашу дегустацию. Законом определено, где какой сорт винограда выращивают. И эта вода вымывает с этих источников минералы, поэтому вина немножечко горечь. И, конечно же, очень много полезных минералов, кальций, магний и так далее. В бочках 1,5 года и потом еще в бутылках год-полтора года стоит лежа вино. Это вино 23-го года. Очень легкое и с сильным характером вино. Интересно это вино тем, что только здесь на Бадачоне растет. То есть, если кто приехал на Бадачонь, любит он это вино, не любит, надо попробовать. Это голубой стебелек. Переводится так, да? Зашло как сухую землю. Magas tud lenni az ásványanyagtartalom, ebből a szempontból kiemelkedik a kéknyelő. В этом вине самое большое количество полезных минералов, так что когда вы пьете это вино, не только вино, но и лечитесь.
És neki kifejezetten magas a kálcium, a kálium, illetve a magnézium. Ну вот слышали, калий, кальций и магний. У нас сегодня сплошной лечебный день. Озеро лечебного. Всем на здоровье. Марк сказал красивое венгерское слово. На здоровье будет венгерский эгишигедре. 3-4. Эгишигедре. Он слышал, как мы красиво? Он говорит, да, слышал. И говорит, удивлен, что вы так быстро учите венгерский язык. Úgyhogy ha van kedvük egy picit nehezebb, ám de sokkal szebb kifejezést meg. И Марк говорит, что если у вас есть желание, то более праздничное эгишигедре он вас научит сказать. Но, пусть учит? Есть. Окей, окей. Есть желание. Kedves megegészségesedésedre. Ой-ой. Meg. Egészségesedés. Edre. Это одно слово, это в одном слове. Это одно слово? Да. Csak egy kis száraz muskotájt, hát hogyha muskotájnak vagy hatékony hatásaival majd ki Да. tudják mondani. Марк предлагает чуть-чуть мускатного сорта винограда выпить, сухого мускатного, а вдруг уже откроются все чакры. Язык расскажет. Да. Это точно. На протяжении 150 лет в Венгрии были турки, они много беды наделали в стране, но и много хорошего. Они привезли с собой виноградную лозу мускатную. Ők ugye mazsola termesztéssel hozták elsősorban, és általában édesebb borok készültek. И, конечно, они по вере не пьют, но они из-за изюма, то есть много использовали изюма в кулинарии. Значит, кто в Венгрии отдыхает, путешествует, надо выучить 3 красивых слова. Первое это эгишигедре. Эгишигедре. Второе спасибо. Это köszönöm. Köszönöm. И третье, в русском языке это 3 слова, в венгерском одно. Szeretlek. Я тебя люблю. Szeretlek. Да. Серый монах привезли французские монахи. То, что во Франции пинот гри, в Италии пинот гричо, а в Венгрии... Вот производители сыра покупают вино виноделов, а виноделы покупают сыр. Поэтому вот так они друг друга и поддерживают. Да. Сорт винограда голубой франк. Это красный сорт винограда. Но когда отжимают сок виноградный, он белый. И вся суть, аромат, вкус – это в шкурке виноградной. Если шкурка настаивается на этом соку час-два, будет розовое вино. Если неделя-две, вот как Андриано Челентано топтал шкурку в бочке, да, будет красное вино. Поэтому это вино легкое, оно год, два, 3, его надо выпить, оно долго не стоит. И теплыми летними вечерами венгры на террасах пьют розовые вина. Нет, в Венгрии нет укрепленных вин. В Венгрии нельзя, законом запрещено сахар добавлять. Да, он сейчас расскажет, давайте послушаем. Так, внимание, внимание, потому что очень интересное вино. Это вино с цветком бузины. Itt rizlingborba borbáztatunk bodzavirágot és muskotájmusttal édesítjük. В виноград засыпают цветы бузины. Они очень ароматные, очень вкусные и полезные. И потом мускатным соком винограда делают вино сладким. То есть не сахар, это мускатный сорт винограда. Когда сок отжимают, сок сладкий. Поэтому вино получается вдвойне ароматнее. И тот, кто любит десертные вина, действительно может полакомиться. Но это вино считается очень полезным, потому что вино с цветком бузины. Ha szeretnének hazavinni a borokból, akkor ezt meg tudják tenni, és a mögöttem lévő kis bolt helyiségbe tudnak belőle vásárolni. Марк говорит, что перед обедом там у вас еще будет вино, но если вы хотите что-то купить, бутылочку можно здесь приобрести у него. Всем приятного аппетита, хорошего отдыха. Давайте вместе 3-4. Köszönöm. Еще раз. Köszönöm. Ну що, білоруси, як справи? Все добре. Сябри гуляють? Чудовно все? Шиковно, судовно, добре. Все, запомнили?
подали еще рыбный суп. Пускай они пьют как мы, а не мы как они. Да? Да. Здесь пляж. Молодцы, сябры. Девочки, поднимаем бокалы. Нас снимает камера. Поднимаем бокалы и говорим за знакомство с Веткой Эгишевой. На здоровье. Так, Молодцы, сябры. пляж, кого не принесли. I'll be in my first seasons. I'll be in my 3 seasons. I'll be in my 3rd season of grace.